праздничные мелодии и пасхальные поздравления. Принести добрую и торжественную атмосферу, говорят организаторы, хочется через весь киномарафон. Это своеобразное эхо самого фестиваля, прошедшего в Москве. Теперь лучшие работы, лауреаты из столицы разъезжаются по всей стране. Вместе с ними в регионы приезжают и сами авторы, продюсеры и режиссеры, чтобы не только показать ленты, но и рассказать о них. Открывает фестиваль в Сыктывкаре настоящее народное кино «Жили-были». Этакая любовь и голуби современности. Первый проект продюсерского центра Федор Добронравов. Слушай, Гриш, я тут что прикинул. А что если нам наши огороды объединить в коллективное хозяйство? Колхоз. Живу себе и хорошо живу. На съемки картины ушло около месяца. Причем все это время актеры провели в крошечном населенном пункте без связи, интернета и магазинов. Как и героям фильма, им пришлось полностью отказаться от городской суеты и быстрой жизни. Мы снимали в Вепском лесу, это Ленинградская область, называется деревня Шондовичи. Мы находились ровно посередине с монастырем Александра Свирского и Тихвинской Божьей Матери в Тихвине городе. И мы ездили перед началом съемок к батюшке на молебен. Потом, и как-то мы чувствовали все съемки, что он очень нам помогал, Александр Свирский. Нам казалось, что это будет просто легко делать такое кино, но это достаточно непростое дело, но мы не сдаемся. И после этого фильма будем делать еще такие же фильмы. Сам кинофестиваль проходит под патронажем патриарха Кирилла. И на фильмы здесь, без сомнения, спокойно можно приходить с детьми. Гимназия при главе Коми, Дом дружбы народов, Центр досуга и кино «Октябрь» – это лишь площадки Сыктывкара. Кино о семейных традициях и любви идет еще в 9 городах и районах Коми. Я рад, что с нами всегда министерство и ведомство с нашей епархией, что мы, просматривая эти фильмы, вечное и светлое можем взять и вынести из зрительных залов. Несколько десятков зрительных залов здесь проходит. Я знаю, что в Москве в год проходит несколько сотен, 2-3 сотни фильмов. Это тоже большое достижение. Расстраивает только одно – время показов, дневное, так что попасть на фильмы сможет не каждый желающий. Зато расписание вполне подходящее для детских мастер-классов. Создавать мультфильмы гостей научит настоящий режиссер анимационного кино Алексей Почивалов. Попробуют участники рисовать песком. «Лучезарный ангел» уже приезжал в Коми 2 года назад. Тогда доброе кино посмотрело более 5000 зрителей. На этот раз все еще масштабнее. Есть в программе даже моноспектакль. Актер Владимир Борисов и наш сыктывкарский баянист Петр Шучалин подготовили для зрителей нечто особенное. Я воспитывался на Большом драматическом театре, петербургском, ленинградском тогда, на Пушкинском и на многих театрах. И очень больно иногда приходить в театр и смотреть эти, знаете, ну как я называю, 2 притопа, 3 прихлопа, а в душе пусто. Кто-то бегает, мягко говоря, не очень в хорошем виде по сцене, а в душе ничего. Вот когда придете на этот спектакль к Владимиру Борисову, это настоящий театр. Он там один, но ты забываешь, что он один. Это настоящий театр. Московских друзей, надеются организаторы, в таком масштабе удастся встречать хотя бы раз в 2 года, чтобы с добрым творчеством жители республики знакомились как можно чаще. Любовь Филиппова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.